Это уже потом узнаешь о туркменах. Горды, независимы, великодушны. А сначала видишь одно – красиво. Заметь по-особому повязанный платок, знай. Это женщины из племени ямудов. Одного из многих, объединенных общим именем – туркмены. Имя это мир узнал в конце прошлого тысячелетия. Для кого-то давно. Для них, чьи предки жили здесь и 8000 лет назад, не очень. До сих пор, говоря «я туркмен», каждый из них обязательно добавит «теке», «ямут», «гёклен», «эрсары». Наш рассказ о ямудах. Еще в середине XIX века, когда другие племена уже прочно осели в городах и аулах, ямуды продолжали кочевать. Больше всего они ценили свободу, а кочевье – это свобода. Бездомные скитальцы? Нет. Их домом была вся эта земля. Суровая. Но дай ей воду, и расцветет райским садом. Недаром во все времена так манила она чужеземных завоевателей. Кровавой волной прокатились по этим местам армии персидских царей Кира и Дария, легион Александра Македонского, потом тюрки-сасаниды, гунны, арабы, агузы, безжалостные монгольские орды. Лишь краткий миг, всего 500 лет, знала эта земля время покоя и благоденствия. Именно здесь родилась и погибла одна из великих цивилизаций древности – Парфянское царство.
Потом снова набеги, снова кровь. Время вражды. Грозен мир беспутный, дикий. Горы, кладбище отчей славы покрывает туман кровавый. В бесконечной смене явлений гибнет лучший цвет поколений. В облике народов, покоренных в XII веке ордами Чингисхана, навсегда остались монголоидные черты. Ямуды, да и почти все туркмены, исключение. Как удалось им сохранить себя? Им, своим детям, помогала сама пустыня. Здесь измеряет путь расстоянием от источника до источника. Не дойдешь до воды, погибнешь. Уходя от врагов, ямуды накрывали вот такие колодцы кошмами. Сверху засыпали песком. Чужаку не найти. Оставалось врагу отступить или умереть. Но не всегда кочевники бежали от захватчиков. Отважные ямудские всадники ураганом налетали на врага и снова растворялись в пустыне. У ямудских лошадей и у прославленных ахалтекинцев общие предки. Нисейские и парфянские кони, воспетые поэтами древности. Большинство народов Средней Азии едят конину. Ямуды никогда. Конь для них – друг, член семьи. Не умеешь ухаживать за конем, неуверенно сидишь в седле, какой ты мужчина. Обряд сажания на коня – один из древних обычаев племени. Berekella oңордың аманаты, айшы үгілі çapın ol bolyamız. Dur. Пускай никогда не упадешь ты с коня. Пускай твердо держит поводья твоя рука. Так из века в век напутствуют старики тех, кому предстоит хранить и честь семьи, и традиции племени. Gel avay. Gel oğlum gel. Ay berekella. Kolye mi? Kolye di. Hop! Ah! Atın eline tezi var, doğru eline tezi var. Berekella. Atın eline vurun. Doğru hani gel oğlum, berekella. Oğlum. Мужчина, конечно же, глава семьи. Но дом-то держится на женщине. С малых лет девочка наблюдает, как трудятся старшие. Учится всему. Всему, что должна знать и уметь хозяйка, мать, жена. Dilere kıydır sen
hele aydağı pedur dediler aylanı pedur dediler. Везли в дом жениха вот в таком киджибе. Коврик вместо фотографии на память. А так испокон веков украшали свадебных верблюдов. Сколько достоинства. Еще. У него на свадьбе главная роль. Ну, может быть, третья. После жениха и невесты. А вообще-то верблюд – труженик. Для ямудов он и кормилец, и самое надежное средство передвижения. Неутомим, неприхотлив. Всегда найдет дорогу в пустыне. Gecikiden beri gel. Men gelmegen men Petr'en koyun vardı. Çıktı öyle yaran. Fotoğraflar. Gel. Еще совсем недавно без верблюда и киджибе не обходилась ни одна свадьба. Теперь предпочитают другой транспорт. Но верблюда ли, как раньше? Машину ли? Посыпает мукой. Смысл остается прежним. Безбедной жизни вам, молодые. У туркменов никогда не было народных танцев. У ямудов есть. Свадебная куштепте. Но сегодня по-настоящему его умеют танцевать только старики. Любовь, 5 букв. У кого нет любимой, оказался пленником одиночества. Было цветастым платье, оказалось выцветшим. Любовь, 5 букв. Оказалась пылающим костром. Любовь, 5 букв. Кто ее выдумал? Это Ника. Старинный свадебный обычай. Еще традиция. Дарить платок тому, кто зарезал свадебного барана.
С давних пор путешественников из исламских стран поражала свобода, какой пользовались ямутские женщины. Они никогда не носили ни чадру, ни паранджу. Многие иноземцы хотели жениться на ямутках, но чужим здесь дочерей не отдавали. Ямуды убеждены, именно в матери живет душа племени. Так что свадьба – главное событие не только для молодых. Она помогает крепить племя. Вот уже 13 веков с утреннего намаза начинается каждый новый день. Просят Аллаха отпустить грехи, благословить на добрые дела, послать благоденствие семье, друзьям, соседям, всем. А свадьба продолжается. Невесту ведут в дом жениха. Ей еще предстоит на несколько дней вернуться к родителям, таков обычай, а уж потом поселиться здесь навсегда хозяйкой. Сначала принято рассматривать подарки, потом приданое. Несут мое приданое, готовят свадьбу, говорят ляля. Упал камень в колодец, и ушла овца в пустыню. Отдали дочь в чужую семью. Ковер должна выткать каждая невеста. Этой помогают сестры. В народе говорят, легче иглой вырыть колодец в пустыне, чем соткать ковер. Ковры ткут только из шерсти весенней стрижки. Сейчас осень. Эта шерсть пойдет на кошму. Жители Прикаспия – самый искусный народ в изготовлении войлока. Это написано еще в IX веке. И сегодня ямутские кошмы лучшие в мире. Валять кошму – дело тяжелое, долгое.
Так что собираются все. Родственники, соседи, старые и малые, женщины и мужчины. Вот так, вместе. Вроде и не трудно, вроде праздник. Это гочак, изображение рогов горного барана. Не просто узор, магический знак, оберег. В древности верили, ничто лучше, чем гочак, не защитит от злых сил. Верят ли сегодня? Ну, как сказать? Может, просто привычка. А впрочем, лучше не искушать судьбу. Особенно, если твоя жизнь связана с морем. Это сейчас здесь покой. А вообще-то Каспий суров, коварен. Другие туркменские племена рыбу не только не ловили, негде, но до недавних пор и не ели. А вот емуды – искусные рыбаки. Секреты промысла унаследовали от далеких своих предков – массагетов. В этом и сила их, что всегда оберегали ниточку, связывающую прошлое и будущее. Много веков здесь существует закон. Не только у емудов, у всех туркменов. Так вот, каждый человек должен помнить имена и дела своих предков до 7-го колена. Волей-неволей задумаешься, каким останешься ты в памяти потомков. Сделал добро, и через 100 лет отзовется. Ничто не кончается.